Более полумиллиона детей отправятся в школы в Башкортостане 1 сентября. Обсудим это прямо сейчас в программе «Интервью». Сегодня с нами министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин. Айбулат Вакилович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы в этом плотном графике вот перед новым учебным школьным годом нашли время к нам прийти на интервью. Мы знаем, что он пойдет в очном формате, дети пойдут в школу. Расскажите, пожалуйста, какая была проделана работа, и почему такая позиция? Мы уже в прошлом году учились в непростых условиях, как вы помните. Вот в период пандемии был период, когда уходили мы на дистант. Ребятишки 7 недель у нас находились вне стен учебных заведений. Но методически мы полностью готовы, организационно готовы, в материальном плане тоже обеспечены и рециркуляторами, и санитарными средствами, которые обеззараживают, соответственно, пространство наших учебных заведений. Учителя, самое главное, у нас ждут, готовы принимать наших детей. В августе месяце мы провели проверку готовности образовательных учреждений. Все абсолютно школы откроют наши двери, примут наших ребятишек. Есть несколько школ, в которых продолжается капитальный ремонт, но он никоим образом не должен повлиять на образовательный процесс. Самое главное, что мы начинаем в очном режиме. У нас завтра пройдут торжественные линейки. Мы приглашаем в том числе и родителей на эти линейки. Единственное требование все-таки, чтобы родители соблюдали масочный режим. Линейки будут проходить как для отдельных классов, так и для параллелей. Ввиду того, что все-таки общешкольные мероприятия пока мы не можем запускать, потому что для нас важнее все-таки, наверное, не мероприятие, а важнее все-таки здоровье наших детей. На оперативном совещании в правительстве, которое провел глава Башкортостана Ради Хабиров, обсуждалась также тема такая, что дети, у которых хронические заболевания, их родители могут подать заявление, и их могут перевести на дистанционный формат обучения. Куда обращаться, как выстроена эта работа, в какой цепочке будет она работать? Все верно. Такое поручение давалось главой чуть ранее, главой республики. Мы отработали с Министерством здравоохранения весь перечень заболеваний. Дети, которые относятся к этой группе риска, к зоне риска, переносят, к сожалению, COVID-19 достаточно тяжело. И мы рекомендовали родителям, законным представителям, чтобы вот именно этим детям пока на 2-3, а может быть даже чуть больше недель обучаться в дистанционном режиме. Что необходимо сделать? Мы направили во все отделы образования, а, соответственно, оттуда уже в родительские чаты, директорам образовательных организаций, вот весь перечень заболеваний. В принципе, можно его посмотреть как на сайте Министерства здравоохранения нашей республики, так и на сайте нашего Министерства образования. Родители, в случае, если они считают необходимым, это право, ни в коем случае мы не обязываем. Если они считают, что их ребенок, коли он относится к зоне риска, может обучаться на дистанционном режиме, он пишет заявление, форма заявления также утверждена и разослана во все школы, пишет заявление. Это заявление он подает классному руководителю, руководителю образовательной организации. Это можно сделать различными способами, в том числе и в электронной форме. После этого ребенку составляется индивидуальный учебный план, но при этом он из учебного процесса, традиционного учебного процесса практически не исключается. Мы всех ребятишек, у которых нет необходимых девайсов, гаджетов, обеспечиваем. Техникой мы достаточно неплохо обеспечены в рамках национального проекта образования. Мы лидеры в Российской Федерации. Все ребята получают необходимые девайсы в случае необходимости. И образовательный процесс для них ведется аналогичным образом. Ребенок сидит, по сути, в классе, но, правда, дистанционно через вот эту онлайн-связь. К нему учитель обращается, он может общаться в том числе и со своими одноклассниками, будут задавать вопросы, и дети будут уже, сидя на своем рабочем месте, дома, в квартире, они будут также отвечать на вопросы. Самое главное – здоровье, конечно. Безусловно. Вместе с детьми в школу отправятся и ковидные инспекторы. Как они будут работать, и какие задачи перед ними поставлены? Медицинские инспекторы, антиковидные инспекторы, которые представляют у нас из числа студентов нашего медуниверситета и студентов наших 8 медицинских колледжей, приступят к работе во всех школах численностью более 500 человек. С 1 сентября они завтра уже выходят во все образовательные учреждения. Это наши помощники. В первую очередь надо их именно так воспринимать. Это не надзиратели.
они будут нам помогать, содействовать именно в организации и соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и правил, которые нам устанавливает, к сожалению, вот такая вот пандемическая ситуация. Школьное питание и модернизация пищеблоков в школах. Прокомментируйте, пожалуйста, вот здесь какая работа проводится? Работа была колоссальная, конечно, проведена, потому что из бюджета было выделено более 400 миллионов рублей на капитальный ремонт, на оснащение пищеблоков, ремонт, реконструкцию пищеблоков. 280 школ, вот слушайтесь, да, в эту цифру, за летний период переоснастили свои пищеблоки, где-то докупили необходимый инвентарь и оборудование. И все абсолютно наши образовательные учреждения с 1 сентября готовы принять наших детей и организовать качественное питание. Второй момент, о чем уже говорил и глава республики Радик Фаридович, и премьер-министр правительства Андрей Геннадьевич Назаров, о том, что будет увеличена дотация из республиканского бюджета определенным группам наших детей. Вот уже принято решение о том, что дополнительно, это очень благая весть для нас, дополнительные средства из республиканского бюджета будут направлены на организацию питания для детей начальных классов с 1 по 4. Мы увеличиваем стоимость обедов для детей, которые обучаются во вторую смену. Также увеличена стоимость питания для льготных категорий наших детей. Это дети из многодетных малоимущих семей, это дети с особыми образовательными потребностями и дети-инвалиды. Это уже касается абсолютно всех возрастных групп с 1 по 11 класс. Стоматологические кабинеты. Тоже очень важная часть работы. Да, конечно. 68, как вы помните, новых стоматологических кабинетов появилось у нас за последние 2 года. Это огромное, конечно, приобретение для системы как образования, так и здравоохранения. Потому что дети, не отходя от образовательного процесса, по сути, находясь в стенах школы, могут пройти как обследование, так и санацию. Если требуется определенное вмешательство, уже серьезное вмешательство, здесь, опять же, будут даны рекомендации как ребятишкам, так и родителям. И ребенок уже в любом случае сохранит свое здоровье, ну, по крайней мере, в ротовой полости это точно. Обеспеченность интернетом в отдаленных населенных пунктах. Какова ситуация здесь? Для нас ключевой год, 21-й. В этом году все абсолютно школы будут оснащены широкополосным интернетом. Если у нас на середину этого года более 250 школ оставалось необеспеченной высокоскоростным интернетом, сейчас эта работа активно велась. За летний период она будет продолжаться и осенью. Но самое главное, к декабрю у нас не останется ни одной школы, не обеспеченной высокоскоростным интернетом. О чем это говорит? Это говорит о том, что школы смогут подключаться, имея качественное оборудование, подключаться к любым электронным образовательным ресурсам. Дети смогут черпать новую информацию для образовательного процесса, для своего качественно успешного обучения. Педагогам будет гораздо легче общаться со своими коллегами из других регионов и из других даже, может быть, государств. И все это вкупе, конечно же, повлияет на рост качества образования. В новом учебном году сколько планируется открыть школ новых? В этом году открывают свои двери 9 общеобразовательных организаций. Это новые абсолютно школы с новым оборудованием, с новым материально-техническим оснащением. Есть такой приказ, 465-й приказ Министерства просвещения России, который обязывает обеспечивать колоссальным количеством оборудования. Ну, только вот я цифру назову. Сумма обеспечения только образовательного процесса, мы сейчас не говорим о строительстве, обеспечение образовательного процесса на каждого ребенка это более 190 тысяч рублей. На каждого ребенка. Очень впечатляющие цифры. Айбулат Вакилович, ну и для детей, и для родителей ваши пожелания. Все-таки вы министр образования и науки республики, да, в новом учебном году. На что нужно обращать внимание, как его провести? Начинается учебный год. Дорогие ребята, уважаемые коллеги, дорогие наши родители. Год, конечно, непростой. Мы вот опять попадаем на волну, одну из волн, да,
коронавирусной инфекции. Но самое главное, наверное, для нас две вещи. Это первое – сохранить здоровье наших детей, здоровье наших педагогов. И второе, соблюдая все абсолютно требования, которые навеяны вот этим временем, сохранить все-таки традиционный процесс обучения, потому что, как бы то ни было, лучше очной формы обучения, наверное, нет. Когда дети видят глаза своего педагога, когда учитель общается со своими детьми, со своими учениками, в этом случае происходит, наверное, то таинство образования, которое позволяет не только передать знания, но и воспитать личность. Поэтому всем вам желаю в новом учебном году успехов, творческого долголетия, чтобы у вас все ваши начинания завершались успешно. Спасибо большое, Булат Вакилович. С наступающим праздником вас. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажный. Мы говорили о том, как Республика Башкортостан пойдет в школу 1 сентября. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.